После бомбежки и людей почти не осталось. Но мамин плов я точно съел бы. Она так вкусно готовила. Когда это все закончится? Когда мы начнем жить? Мы скоро выиграем войну, я точно знаю. И весь этот ад закончится. Поверь мне, мы не забыты еще Богом. Обещаешь? Да, точно обещаю. Абдулла, помнишь Олега и Настю, брата и сестру из 6 класса? Их тоже взяли в плен? Да их всю семью взяли, но они думают, что они сейчас живы. Запомни, нацисты никого не щадят, они монстры. А детей они тоже обижают? Да, обижают. Не говори мне больше об этом, я устала от всего. Дети, вы дома? Да, дома, дядя Юра, заходите, как мы рады вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть. Вот принес вам хлеб и газету. Есть весточка от моего отца? Хоть что-нибудь? К сожалению, нет. Знаешь, что он на фронте, как и все, наверное. Походу, почта не доехал до него еще. А мой папа, от него тоже нет вестей? Нет, Абдулла, к сожалению, ничего нет. Дети, поверьте мне, все будет хорошо. А вы пока молитесь Богу, чтобы наши отцы вернулись домой с победой. Абдулла тоже говорит, что все будет хорошо. Я что-то волнуюсь. Соня, ты сильная. Абдулла, ты тоже очень сильный. Поверьте мне, дети, мы еще отпразднуем победу с вашими отцами и со всей страной. А пока давайте вам песню спою. Давай, спойте. А героя? О победе, и чтобы больше не было войны. Хорошо. Когда сгустилась туча над Родиной, был слышен клич народа только вперед. И подняли флаги войны за свободу, бесстрашные сыны моей страны. Армия шла вперед, все с пути сметая. Они щадили безоружных женщин и детей, дотла сжигая вражеские мишени. И в мире слыли они, как герои. Клинки звенели и свистели пули. Герои шли, не жалея своих ног. И воины головы пред врагом не гнули. Из уст срывался клич только вперед. Клинки звенели и свистели пули. Герои шли, не жалея своих ног. И воины головы пред врагом не гнули. Из уст срывался клич только вперед. Юра, пошли, мы еще в полюшко должны пойти. Дядя Юра, а там остались живые люди? Соня, Юра торопится, не задавай вопросы. Абдулла, все хорошо. Несколько семей смогли все-таки избежать от врага. А Катя Миронова из 6 класса жива? Дети, все будет хорошо. Враг находится на другой стороне реки. А дома далеко не уходите. Вот вам газета, почитать о наших героях. Читать умеешь, Абдулла? Да, я был отличником в классе. Вот молодец. В следующий раз приду с хорошими новостями. А пока что, пока-пока. До свидания, дядя Юра и дядя Ахмед. Будьте осторожны. Пока-пока. Соня, послушай, тут написано «Доблестные рыцари нашей отчизны». Абдашан Радилов, пулеметчик, получил звание Герой Советского Союза. Посмертно. Представляешь, Соня, он уничтожил 920 немецких солдат, захватил 7 вражеских пулеметов, а также взял в плен много врагов. Марина Раскова, летчица, штурман, майор военно-воздушных сил Красной Армии, благодаря которой были созданы
Да, Соня, их очень много, и все не защищают нашу родину. Так говорил мне отец. Что с тобой, Абдулла? Не здоровится? Ты сегодня такой грустный. Здоровья, но А что случилось? сегодня будет год, как это произошло. Что произошло, Абдулла? Говори, ты меня пугаешь. Мой брат, мой старший брат, он был со мной, мы шли рядом, когда тот проклятый старик прямо перед нами. Я держал его, Соня, отдышался, хрипел, а потом глаза пустые, на моих руках, понимаешь, на моих руках. Абдулла, не надо, если слишком тяжело. Я нес его 2 дня, 2 долгих дня, по полям, по лесам, среди разрывов, свистопуль. Я не мог его бросить, понимаешь, не мог. Тело было таким тяжелым, холодным, но я нес, шатаясь, падая, нес каждый шаг. Это был он. Я донес его до мамы. Думал, она увидит, что он здесь, рядом, что он не пропал. Пойдем, Соня, я покажу, где их похоронил. Идем. Вот, под этим деревом. Когда мы копали могилу, Соня, она просто упала у самого края. Пока мы опускали его, ее сердце, она не выдержала потери. Я хранил их обоих, одного за другим, моего брата, а потом мою маму. Я вырыл 2 могилы своими руками и засыпал их землей. Что мне теперь делать, Соня? Как жить? Пустота в груди, в душе, в мире. Я остался один, совсем один. Абдулла, ты принес им любовь, ты нес брата из ада, чтобы он вернулся домой. А мама, она ушла за ним, потому что не могла без него. Ты не виноват, ты все, что у них осталось. Теперь тебе нужно жить за них 2. Тишина после взрыва снаряда, воздух густой от пыли. Мы лежим среди пепла, и ты едва дышишь. Сердце разрывается на части от боли. В твоих глазах отблеск далекого детства. Брат мой, шепчешь ты, стало так холодно. Спой про наш дом ту песню, что пела нам мама. Спой про дом у подножья спящих гор. Войнушки играли 2 мальчугана брата, где отец нам говорил: вы моя опора, где мамины руки готовили нам плов. Мы не знали тогда, что наш
Абдулла, выйди, дай нам что-нибудь покушать, мы голодные. Опять эти злые, не ходи, Абдулла, прошу тебя, у них палки в руках. Молчи, Соня! Нет у нас ничего, уходите! Мы видели, как дядя Юра вам хлеб принес. Значит, он тоже принес! Ешьте свой, уходите! Не уйдем, не уйдем, не уйдем, не уйдем. Абдулла, не выходи, прошу, не выходи. Андрей, уходите! У вас есть свой хлеб. Мы тоже голодные. Я видел, дядя Юра вам тоже принес. А может, Соня поделится своим куском, а? Не трогайте нас! Уходите! Я дяде Юре расскажу! Я вас не боюсь! Пейте! Пейте! Я вас не боюсь! Ай, моя рука! Оставьте нас! Уходите! Уходите! Абдулла, они тебя сильно побили! Абдулла! Мама! Брат мой! Я хоть и плачу, но духом я не пал! Я сильный! Я все выдержу! Мама! Если бы ты знала, через что мы проходим, когда небо будет ясным, когда голуби будут мирно летать, когда дети будут радоваться, когда это все закончится. Я так больше не могу! Ухожу я на фронт, а ты продержись! Нет, Абдулла, я боюсь, тебе туда не надо. Надо! Пока на фронте воюют настоящие герои! Я не могу остаться в стороне! Абдулла, очнись, ты еще маленький, тебе 11 лет, и ружье в руках не держал. Вот, смотри! Держал я в руках! Держал это проклятое ружье! Нет, постой, не уходи, Абдулла, остановись, я боюсь, я тоже сирота. Мама толкнула меня сильно, а немцы взяли их в плен. Не успели они спрятаться, не успели. Я все знаю. Дядя Юра рассказал, когда привез тебя ко мне из Полюшки. Все разбомбили, все я знаю. Ты все знал и молчал? Да, не хотел, чтобы ты вспоминала и грустила. Я помню, как сестра плакала и кричала: «Мама! Как хочется жить! Как хочется жить!» Солнечный день, банты белые, как снег, красивые глаза и букет от мамы в нежных руках. Смех, что звенел под крышей родного дома, затих в один миг, прерванный грохотом ада. И вместо улыбок слезы тревоги и печали, и детский испуг на губах, что шепчут: «Я хочу жить!» Мама, как хочется пить! Мама, как хочется жить! Ангелы в пыли на холодном полу, забытые Богом в страшном плену, и капля воды стала дороже всего, ради которой
Замерли крики тех в домах, ставшей навек священной землей. Я думал, что это вражеский. Абдулла, вот, надень бурку и папаху. Твой дедушка точно гордился бы тобой. Абдулла, ты это видишь? Мы самые сильные. Скоро наши папы придут домой. Мы скоро победим. Я тебе говорил, что мы победим. Вот, смотри, наша армия идет вперед за победой. Абдулла, ты и есть герой! Абдулла, прочти газету. Дядя Юра говорил, что там хорошие новости. Ты готова слушать? Так вот, Эльмурзет Джумагулов присвоил звание Героя Советского Союза за мужество и героизм в правильных боях во время Великой Отечественной войны. А бойцы 8-й гвардейской армии Абдул Хаким Исмаилов, Алексей Ковалев и Леонид Горичев водрузил флаг знамя над Рейхстагом. Абдулла, значит, мы победили! Ура! 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 Да, мы победили! Ура! 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 Значит, война закончилась! Я Абдул Хаким Исмаилов, я Хампашан Радилов, я Эльмурзет Джумагулов, Я Марина Раскова! мы дети войны! Мы будущее нашей страны! Мы любим тебя, Родина! Я думал, что это вражеский, ведь война закончилась! А может... Не может! Я видела страшный сон. Можно я тебе расскажу? Нет, опять будешь плакать! Но если ты не хочешь, я свой дневник напишу. Что это с ними? Может, они заболели? Сон, иди поспи, а я пока что посторожу и тоже лягу. Ладно, не хочу, чтобы я во сне увидела маму и сестру. Расскажу, что война закончилась. Мы победили. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина?
тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрой. Отзовись, моя кровиночка, мой единственный. Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Беги, Соня, Мы беги! землю Слезки, забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами. Без Соня, ты где? Не трогай ее! Отпусти ее! Вот тебе, получай, гадина! Помните, через века, через года помнить о тех, кто уже не придет никогда. Помнить, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Пожалуйста, умоляю, не Люди, трогайте нас, уходи! покуда сердце стучатся, помните, Соня, прошу тебя, закрой какой глаза, ценой закрой! завоевано счастье. Пожалуйста, Стреляй! помните, Стреляй! Наши отцы и деды песню свою отомстят за нас! отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Тамара Арслановна, здесь и правда жил герой Абдулла? Да, Амина. А за что его прозвали самым юным героем войны? Вот перед тобой табличка. Прочти. В этом доме жил Абдулла, юный разведчик. Несмотря на свой возраст, он собирал информацию о немецких солдатах, охранял девочку по имени Светлана, Соня. В праздничные дни Победы враг выстрелил в них, от полученных ранений они... Ребята, давайте зайдем в дом. Сегодня я увидела сон.
не захотела меня слушать, ссылаясь на то, что я буду плакать. Давай я прочту. Так вот, приснилось мне, что в далеком будущем мы будем самой сильной страной, а та страна, которую мы называли братьями, замышляя с другими странами против нас что-то плохое. Вижу еще, как мать одного солдата стала на высокий утес горы и пела песню. Сердце, не плачь, утихнет твоя боль, сын твой вернется с победой домой. А там внизу много военных шли, поднимая флаг и напевая песню. Наши деды за эту землю сражались, сквозь свинцовые пули до Берлина добирались. Флаг над Рейхстагом герои поднимали, лучшие сыны их дело продолжают. И в этот момент голубь попал в окно. Я испугалась и все забыла. Шаг за шагом идут они, тени прошлого, свет в пути. Кто они, что горят, как звезды, тихо шепчут ветра их имена? Мама, герои не умирают, герои живут среди нас. В их глазах огонь не угасает. Мама, герои живут среди нас. В каждой битве есть чей-то след, кто-то слышит их тихий обет. Не прощаются с небом герои, они вечные, как скалы в горах. Мама, герои не умирают, герои живут среди нас. В их глазах огонь не угасает. Мама, герои живут среди нас. В их руках сила ветров и огня, в их сердцах любовь и броня. Их шаги оставляют след, даже если их больше нет. Мама, герои не умирают, герои живут среди нас. В их глазах огонь не угасает. Мама, герои живут среди нас. Мама, герои